Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Нарын Айып. На уходящей неделе в Баткене прошло очередное заседание Кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы. Human Rights Watch заявил, что власти Кыргызстана должны освободить Азимджана Аскарова и отменить его пожизненный приговор. Правительство начало создавать в районах постоянно действующие комитеты по предотвращению насилия в семье. Решением Октябрьского районного суда блогера Эльмира Сыдымана арестовали на 2 месяца за его пост в Инстаграме, несмотря на то, что эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни. У посольства Таджикистана в Бишкеке прошел митинг с требованием наказать главу управления МВД по Сагдийской области Таджикистана генерала Навджувонова. Экс-президент Отунбаева приняла участие в Женеве в консультациях по обзору работы ООН по миростроительству. Делегация Джоорку Генеша во главе со спикером Джумабековым посетила с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Венгерский министр иностранных дел и торговли Сиярто открыл посольство Венгрии в Бишкеке. Одновременно прошел кыргызско-венгерский бизнес-форум. Президент Жээнбеков наградил российского министра обороны Шойгу орденом «Достук». В Бишкеке состоялся 4-й ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий». По последним данным Всемирного банка, Кыргызстан занял в индексе легкости ведения бизнеса 80-е место среди 190 стран мира. В Минске прошло заседание межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Президент поручил Совбезу рассмотреть целесообразность единого депозитного счета, на котором накапливались средства от борьбы с коррупцией. Минфин сообщил, что размер госдолга страны по итогам 2019 года составил 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Директор казначейства Амандыков объявил, что план бюджета на 2019 год выполнил на 97,5%. В бюджет недопоступило 3 миллиарда 800 миллионов сомов. Депутат Сабиров заявил, что правительство передало Кумтёру 16 тысяч гектаров земли в обмен на 100 миллионов долларов. Юрист Ирис Кулбеков заявил, что хотя власти Бишкека уверяют, что проект детальной планировки города не является основанием для сноса домов и строительства на их месте новых, в нем на местах, где уже есть дома, запланировано строительство многоэтажных строений. 7 бизнес-ассоциаций выступили за исключение из функций счетной палаты проведения аудитов по запросу правоохранительных органов. Проверка Генпрокуратуры показала, что некоторые чиновники подразделений Госрегистра массово прописывают граждан на постоянное место жительства в 5 городах, где 12 апреля должны пройти выборы без согласия и ведома собственников жилья, а также без необходимых документов. Парламент освободил от должности судью Верховного суда Сатыбалдиеву. Глава Нацэнергохолдинга заявил, что на сегодня не стоит вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию. Госслужба миграции подписала соглашение о трудоустройстве кыргызских граждан с японской консалтинговой компанией Relationship. Срок работы депутатской комиссии по убийству Саймаити продлили еще на месяц. Финпол задержал представителя компании «Некстрой» Шерматова. Национальный банк сообщил, что в 2019 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан 2 миллиарда 407 миллионов долларов. Стало известно, что Финпол передал вопрос проверки имущества Раима Матраимова в ГКНБ. Депутат Джейн Чуроев написал заявление о проверке еще в ноябре. Новым полпредом правительства Баткенской области стал Алишер Абдрахманов. Председателем Госрегистра назначили Акына Мамбеталиева. Госагентство архитектуры и строительства возглавил Урмат Кокочаров, а Госэкотехинспекцию Мурзабек Джипаркулов. Спецпредставителем правительства по приграничным вопросам назначили Назирбека Барубаева.
В Бишкеке прошла уже вторая после декабря акция-выставка «Бишкек Смог», участники которой пытались привлечь внимание властей к проблеме загрязнения воздуха. ГУВД Бишкека сообщил, что прекращено уголовное дело в отношении Арстана Алая, так как эксперты не нашли в его высказываниях, что он бог, элементы разжигания межрелигиозной вражды. Сотрудники аппарата омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток посетили в СИЗО бывшего президента Атамбаева и подтвердили информацию о его низком давлении. Ко Дню защитника Отечества в Бишкеке прошла демонстрация российской военной техники. Вчера открылась национальная выставка собак, а для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Послание президента. Все важные проблемы в стране остаются теми же. Судебная реформа, борьба с коррупцией и снижение избирательного порога – вот требования общества. Экс-губернатор Баткена. Надо признать те границы, которые существовали на момент распуска СССР. Страна имеет закономерный итог многолетнего бездействия властей по делимитации границ. Из-за митинга жителей Ат-Баши закрывается проект строительства логистического центра. Не слишком ли часто власти стали идти на поводу требований митингующих? Решения Совета Безопасности все-таки внушают надежду. Интервью с Феликсом Куловым. Против президента Акнета Аджимудинова уже начинается суд, а суть проблемы не меняется. Нынешние кыргызские политики не извлекают уроков из истории. Президент Сооронбай Жээнбеков выступил в четверг в Жогорку Кеңеше. Его речь можно назвать обращением к нации о состоянии страны, как это делают раз в год главы многих других государств, что у нас при прежней власти было надолго забыто. Это было третье подобное выступление президента в парламенте, если не считать других, произошедших в связи с текущими событиями, например, в связи с событиями в Койташе. Первое послание было сделано 27 июня 2018 года, через 7 месяцев после вступления в должность. Второе – 11 апреля прошлого года. Главной особенностью этих посланий является то, что все важные проблемы в стране остаются теми же. Все общество такое же чересчур политизированное, как и раньше, а прежняя власть и ее сторонники всеми возможными способами мешают налаживанию повседневной и рутинной работы. Те, кто хотели сохранить свое прежнее влияние, пытались создать препятствия нашей работе и открыто, и скрытым образом. Все это вы знаете. Известно также, что те, кто стояли когда-то на вершине коррупции, открыто атаковали наши реформы. Они использовали открытость нашего общества и старались навязать всему народу свои личные интересы. Есть и те, кто пытается оказать давление по той или иной проблеме и решать их путем ультиматумов. Общество восприняло послание президента главным образом в приложении к проблеме снижения избирательного порога на предстоящих осенью парламентских выборах. Этот вопрос уже давно поднимается как в парламенте, так и в экспертной среде. Но оказывается, что даже к его рассмотрению парламент не может приступить без согласия на то президента. Более подробно о ситуации в сюжете Андрея Токомбаева. В минувший четверг президент выступил с обращением к парламенту. Сооронбай Жээнбеков выступил перед народными избранниками по случаю присяги в Жогорку Кеңеше новых должностных лиц, 2 вице-премьеров и главы МЧС. Бывший теперь уже полпред правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров стал заместителем главы правительства по силовому блоку. Экс-председатель правления Кыргызско-Российского фонда развития Эркин Асрандиев назначен вице-премьером по экономическим вопросам, а экс-премьер Замирбек Аскаров – главой МЧС. Глава государства изложил свою точку зрения на решение 6 проблем внутриполитической жизни Кыргызстана. Борьба с коррупцией, реализация проекта цифровизации, обеспечение населения ряда регионов страны питьевой водой, ирригация, судебная реформа, обеспечение честных и прозрачных выборов в органы власти. Если учесть, сколь серьезные кадровые изменения произошли с начала года, в том числе и в органах судебной власти, неудивительно, что особое внимание в своем выступлении президент уделил именно служителям Фемиды. Жээнбеков отметил, от представителей гражданского сектора сегодня все чаще звучат требования о более тщательном и добросовестном отборе кандидатов в судьи.
Некоторые судьи, увлеченные в неблаговидных делах, отстранены от должности. На мой вопрос, что необходимо для обеспечения реформ, не отвечали. Политическая воля и денежные средства. На судебную реформу выделено 38% от республиканского бюджета. Но за 2 года результат показал, что пока не установится достаточно добросовестное судейство, мы не достигнем успеха. Не меньше внимания уделил президент главному вопросу повестки дня многих последних дискуссий по проблемам электоральной системы – избирательному порогу. Сегодня он составляет 9%, и многие политики категорически не согласны с необходимостью преодолевать 9% порог. Джейнбеков напомнил, что это нововведение было принято в 2017 году, тогда поддержали порог в 9%. Почему и был принят соответствующий закон. Эта норма обсуждается. В настоящее время есть сторонники 9, 5, 7 и даже 3% порога. Сторонники 9% барьера стремятся укрупнить партии, и это необходимо. Но готовы ли наши политорганизации к этому? Как показали дискуссии, не готовы. Этот вопрос президент поднял не случайно, считает политолог Эмиль Джураев. Этот вопрос очень сильно и какой-то интенсивно обсуждался, но никак как бы с мертвой точки не двигался последние несколько месяцев, когда и президенту этот вопрос задавали, и пару раз, когда на пресс-конференции последний раз, по-моему, в итоговой. Отмеченная президентом необходимость снизить 9% избирательный порог – вопрос далеко не праздный. Он продиктован необходимостью сбалансировать соотношение политических сил, отметил в интервью Пятому каналу политик Амурбек Текибаев. И его предложение, вернее его мнение о поддержке снижения избирательного порога до 7%, это попытка опередить возможное потрясение в обществе. Но что немаловажно, даже и в этом случае Джейнбеков не намерен вмешиваться в решение щекотливого вопроса, что он и подчеркнул в своем выступлении, отметил в пятницу Эмиль Джураев. Он сказал, что это должен парламент решать, и люди, общество должно решать в обсуждении. Но с тех пор оно никуда и не двинулось. И поэтому, мне кажется, было очень полезным, хорошим явлением, что вчера, выступая, он открыл возможность, он дал, так сказать, возможность парламенту взяться, наконец, за это дело. С точки зрения спикера Джогурку Кенеша 5-го созыва Ахматбека Кельдибекова, такая позиция президента к вопросу избирательного порога говорит о том, что глава государства считает важным способствовать развитию конкуренции среди политических партий. То есть дорога открывает каждому партии, пожалуйста, участвуйте, выигрывайте. И плюс к этому снижение порога до 7%. Плюс к этому он сказал, я не буду вмешиваться, я не буду выбирать какую-либо партию. А вот экс-омбудсмен Бакыт Аманбаев полагает, что одного лишь снижения избирательного порога недостаточно. Потому что главнейшая проблема на сегодняшний день, это значит, надо усилить качественный состав нашего Джогурку Кенеша, нашего парламента. А для этого надо отдать права определения список будущих депутатов, кандидатов в депутаты из партийных лидеров народу. Продолжая тему выборов, до которых остались считанные месяцы, президент остановился на изъяне, присущем избирательной системе с момента ее возникновения, склонности некоторых политиков оперировать необъективной информацией, а то и вовсе дезинформировать избирателей с целью получения широкой поддержки электората. Джейнбеков также сказал, что некоторые, лоббируя чьи-либо интересы, порой не гнушаются попытками манипулировать общественным мнением. С точки зрения Текибаева, это намек главы государства на так называемые спонтанные митинги и акции протеста, инициируемые посредством социальных сетей. Политик высказал точку зрения, что руководство страны рискует потерять инициативу в вопросе контроля над информационным пространством. Интернет-технологии могут способствовать ее перехвату силами, представляющими отнюдь не интересы нашей страны. Президент своим обращением фактически признал, что правительство упустило инициативу. Инициатива находится в руках улицы. Инициатива находится в просторах социальных сетей.
Своим мнением президент поделился о другом атрибуте эпохи информационных технологий – цифровизации, в очередной раз подчеркнув важность этого процесса для страны. Цифровизация во взаимодействии населения с властью исключит посредников, а значит и возможности коррупции. По мнению Зайнидина Курманова, в вопросе цифровизации Кыргызстан здорово отстал от своих соседей. А что такое цифровизация? Для многих этот термин непонятен. Хочу сказать, это новая система управления. Когда вводится электронная система управления, и в отношениях между человеком и властью нету посредников, нету коррупции, нету взяток. Все выкладывается. Говоря о борьбе с коррупцией, глава государства вернулся к вопросу неподкупности судей. Отметил в разговоре с корреспондентом «Пятого» один из участников заседания, депутат Талант Мамытов. Внутреннее убеждение, воспитание и также объективность принятия решений принимает большую роль при принятии судебных решений. Поэтому в этом направлении, конечно, нужно усилить работу, он отметил, и обязательно в первую очередь это подбор кадров. Проблемы с обеспечением ряда населенных пунктов питьевой водой глава государства в своем выступлении назвал не менее важными, чем вопросы госбезопасности и борьбу с коррупцией. Поэтому это очень правильно. Питьевая вода, горожанам, бишкекчанам абсолютно непонятно, потому что, хотя я бы не стал торопиться, у нас же тоже питьевая, через краны мы уже перестали пить. Вода хлорированная, черт знает, кто там охраняет, непонятно. Всякие бациллы, вирусы могут проникнуть, химическая атака может быть. Поэтому люди предпочитают обеспеченные ходить в магазины и покупать воду бутилированную, да? А необеспеченные слои ходят и продолжают пить на свой страх и риск. Хоть и ожидаемым, но все же обнадеживающим известием для многих стало сделанное президентом в своем докладе заявление, что в ходе предстоящих выборов он не собирается патронировать какую-либо политическую организацию. Выбор должен сделать парламент, и он дал возможность парламенту самостоятельно решить этот вопрос. У нас же парламент безвластный орган, он отвык управлять страной. Годы Атамбаева и предшествующие годы он был придатком исполнительной власти. И депутаты не хотят брать на себя ответственность, ждут команды. Стремление президента координировать внутреннюю жизнь страны, не принимая сторону ни одной из политических сил, контрастирует с действиями его предшественника, который, вопреки своему статусу и клятве, активно руководил партией власти. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Бакыт Кашалиев, Пятый канал. Главные итоги. В понедельник в Бишкеке прошел круглый стол по проблемам границ в связи с высказываниями таджикского генерала Абдулло Навдживонова, который заявил 12 февраля, что Баткен никогда не был кыргызской землей. В связи с этим в кыргызский МИД был вызван посол Таджикистана, которому была высказана обеспокоенность. Процесс делимитации границ зашел в тупик, потому что сложившаяся ситуация очень выгодна одной стороне, а другая недостаточно решительна, чтобы настоять на завершении процесса. Много проблем возникает и из-за разных карт границы, начерченных в разные годы. Но бывший губернатор Баткенской области Султан Айджигитов сказал на круглом столе, что надо пользоваться только одним вариантом таких карт. Если не углубляться далеко, а взять только историю советского периода и решать границы по советским документам, мы попадем в тупик. А если будем углубляться в еще более раннюю историю, получится еще хуже, и мы ни к чему не придем. Необходимо остановиться на тех документах, которые были подписаны президентами новых независимых республик во время распада СССР. Надо признать те административные границы, которые существовали на момент распуска СССР. Это было бы правильно и исторически, и политически, и юридически, я думаю. Реакция кыргызских патриотов и других активистов на высказывание таджикского генерала продолжалась почти всю неделю. Был проведен даже пикет таджикского посольства в Бишкеке, участники которого требовали наказать генерала, но это как в анекдоте про басмачей и курбаши. Андрей Тукамбаев собрал мнение разных политиков, экспертов и общественных деятелей. Очередным поводом для обострения конфликтной ситуации на кыргызско-таджикской границе стало на минувшей неделе высказывание начальника управления МВД Таджикистана по Сагдийской области Абдулло Навдживонова.
Недавно назначенный на этот пост генерал сообщил 12 февраля на пресс-конференции в Худжанде, что по фактам пограничных конфликтов возбуждено 16 уголовных дел и 27 граждан Кыргызстана объявлены в розыск, но затем добавил. Если поднять историю, в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей, но предки привели кыргызов и дали им тут землю, а сегодня это стало проблемой для нас. Такой экскурс милицейского генерала в историю вызвал вполне закономерный протест в Кыргызстане. МИД выразил обеспокоенность, а полпредства правительства в Баткенской области заявило, что своим провокационным заявлением генерал Навджувонов разжигает межнациональную рознь. Своими провокационными заявлениями начальник УМВД Сагдийской области генерал-майор Абдулло Навджувонов нарушает мир в приграничном районе и разжигает рознь между двумя народами. Последовала и реакция ряда политиков. Например, экс-премьер-министр, бывший министр внутренних дел Феликс Кулов написал на своей страничке в Фейсбуке. К чему может привести политика тупого солдафона? Думаю, понятно любому человеку. Навджувонов, кстати, был освобожден от должности замминистра внутренних дел Таджикистана и переведен на работу в Сагдийскую область. Как мне стало известно, в качестве почетной ссылки, чтобы дать ему возможность доработать до достижения предельного возраста. В июле ему исполняется 55 лет, и продлевать дальше срок службы ему уже не будут. Поэтому он выпрыгивает из трусов, чтобы показать свой гнилой ура-патриотизм. Экс-премьер считает, что МИД должен требовать от Таджикистана увольнения Абдулло Навджувонова с поста главы управления МВД по Сагдийской области. Но если быть кратким, ситуация заключается в том, что этот генерал, начальник Сагдийского ОВД, скажем так, мягко, крайне неудачно выступил. И это повлекло соответствующую реакцию. На мой взгляд, здесь не просто стоит неудачное выражение, но кроме этого это провокационное заявление о том, что это была исконно таджикская территория. И опасность заключается в том, что человек этот, заявивший об этом, он должен уйти немедленно в отставку. 14 февраля в МИД был приглашен посол Таджикистана в Бишкеке Назирмат Ализада. Ему была выражена крайняя обеспокоенность кыргызской стороны. По мнению Кулова, одним лишь проявлением обеспокоенности здесь не обойтись. Политик считает, что если Навджувонова не уволить, тот будет делать все, находясь на своем посту, чтобы доказывать свою правоту, поощряя территориальные претензии таких же, как и он, провокаторов. А во вторник в Бишкеке прошел митинг у здания таджикского посольства. Митинговавшие требовали от властей Таджикистана привлечь Навджувонова к административной ответственности, а от руководства Кыргызстана объявить таджикского генерала персоной нон-грата. Присутствовавшая на митинге экс-депутат Джогурку-Кенеша Камила Талиева обратилась к руководству МИДа соседней страны. Мы хотим узнать позицию официальных властей Таджикистана по заявлению генерала, поэтому пришли к посольству. В принципе, наш МИД должен был написать ноту с требованием официального ответа от Республики Таджикистан. Но мы, граждане Кыргызстана и жители Баткенской области, выражаем несогласие с Абдулло Навджувоновым. Если Таджикистан не претендует на Баткен, начальника управления МВД по Сагдийской области должны уволить. Никто из таджикских дипломатов с митинговавшими не поговорил, но реакция МИДа Таджикистана все же последовала. В среду министр иностранных дел Таджикистана Сираджидин Мухиддин официально заявил, что глава управления МВД по Сагдийской области высказал свое личное мнение, которое не отражает позицию руководства республики. Наша официальная позиция по всем пограничным вопросам излагается на заседаниях межправительственных комиссий двух стран. Только заместитель премьер-министра, который является председателем двухсторонней комиссии со стороны Таджикистана, или МИД, могут высказывать официальную позицию страны. Однако провокационные слова о том, кому якобы принадлежала ранее территория Баткенской области, сотрудник МВД Таджикистана высказал не на дружеской вечеринке, а на пресс-конференции, как представитель государства. В таком амплуа делится своим сугубо частным мнением поступок, недостойный офицера правоохранительных органов. Речь идет не о факте непрофессионализма Навджувонова, а о намеренной провокации. Возможно, генерал действовал по указке деструктивных сил, которым выгодна напряженная ситуация на кыргызско-таджикской границе, считает экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией ГКНБ. Это целенаправленная, была точечная, выверенная, проведенная акция, результатом которой будет потом. Вот увидите. Народ же по-разному воспринимает это. Таджики это по-своему поняли. Наше кыргызское население это по-своему поймет. Мамытканов считает, что расчет лиц таджикской стороны, заинтересованных в скупке земельных участков с кыргызской стороны, прост. Основан на следующем. Чем дольше будет решаться проблема делимитации госграницы, тем больше можно отнять территории нашей страны. Людей к этому. А заявление таджикских генералов о том, что эта земля
никогда не принадлежала кыргызам, рассчитана в первую очередь для того, чтобы деморализовать наших граждан, которые очень слабы в идеологическом плане, и чтобы побудить их еще быстрее продавать свои земли. И, с другой стороны, они таким образом дают посыл своим гражданам, что скупайте там земли любыми способами, законными, незаконными. Вместе с тем, слова, сказанные Навдживоновым, идут вразрез с доброй волей первых лиц Кыргызстана и Таджикистана. Президенты Сооронбай Джейнбеков и Эмомали Рахмон не раз встречались по вопросам скорейшего урегулирования проблем границы. Заявление же Навдживонова противоречит решениям, достигнутым на высшем уровне. Это можно расценивать как саботаж со стороны сотрудника государственных органов, считает представитель Совета безопасности в ШОС. Вместо того, чтобы успокоить людей, вместо того, чтобы призывать людям спокойно решать задачи, поставленные перед ними даже президентами, главами государств двух стран. И наши президенты их 2 раза встречались. Прямо в Баткене встречались, в Душанбе встречались, здесь, в Кыргызстане встречались. И часто встречают на саммитах. По мнению Феликса Кулова, следовало обратить внимание на то, соответствуют ли политические взгляды главы управления МВД по Сагдийской области политике добрососедства и дружбы с Кыргызстаном, которую декларирует руководство Таджикистана. Этот человек настроен реваншистски. И многие таджики, которые там живут, они тоже настроены, ну так скажем, агрессивно. И отсюда происходят вот эти приграничные конфликты. А экс-секретарь Совета безопасности уверен, что путем обострения ситуации приграничную проблему не решить. А пограничные вопросы решать всегда обоюдно надо решать. Односторонне никогда не решалось. Это тупиковый вариант. Надо обоюдный. Путем консенсуса, путем прямого диалога, учитывая интересы двух государств, они должны по справедливости должны решаться. И мы, наши деды, наши отцы веками решали так, спокойно решали этот вопрос. Если стороны диалога по госгранице будут углубляться в историю, переговоры непременно зайдут в тупик. Так считает экс-губернатор Баткенской области Султанбай Айджигитов. Участникам переговорного процесса нужно взять за основу соглашение о государственных границах, достигнутое президентами обеих республик в 2092 году во время переговоров в Алматы. В разговоре с корреспондентом Пятого канала он пояснил свою точку зрения. Абсолютно легитимный и имеющий юридическую силу документ – это вот Алматинское соглашение 1992 года, на момент развала Советского Союза. То есть отсюда и нужно плясать. Если мы начнем ударяться в историю, вглубь истории, даже в рамках Советского Союза, что, собственно, показала 30-летняя практика, мы в тупик зайдем. И урегулировать проблему кыргызско-таджикской границы нужно не только путем дипломатии. Истоки приграничного конфликта коренятся в годами нерешаемых вопросах ирригации транспорта, считает Айджигитов. Если вот эта демаркация не происходит, она затягивается, значит, его нужно другим вопросом. Нужно просто границу закрывать собственным населением, чтобы оно никуда не уезжало. Более того, нужно на приграничной территории, на бесспорной части, нужно выдавать земли. Строить инфраструктуру, заселять людей. Понимаете как? Экс-губернатор считает, что нынешняя ситуация на кыргызско-таджикской границе, грозящая Кыргызстану потерей территории, представляет собой не только результат происков сил, недружественных Кыргызстану. Это закономерный итог многолетнего бездействия прежних руководителей страны, которые считали социально-экономические проблемы приграничных земель сугубо провинциальными и второстепенными. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги. Другим знаковым событием недели стал довольно крупный и заряженный энергией митинг в Атбаше, после которого власти страны отказались от строительства индустриально-торгового логистического центра стоимостью $289 миллионов. Но слишком много неясных вопросов. Что это за компания «Нурстроймонтаж», создавшая совместное предприятие с гонконгской фирмой One Lead One Trading, и кто такой Эмиль Абдыкадыров, который ее возглавляет? Почему все эти гостиницы, спортивные комплексы и выставочные центры надо строить на высоте более чем 2000 метров? Почему бы это не делать в самой СЭС Нарын? Почему в аренду на 49 лет взяты 176 из 200 гектаров? Что с остальными 24 гектарами? И почему это оформляется на такой срок – 49 лет? Не является ли ключевым фактором близость государственной границы? Мы приехали из другого села и присоединились к местным жителям. Если власти, не объяснив ничего народу, взяли скрытно деньги, если они там начнут строительство, мы будем полностью против. Мы пойдем туда и будем бороться до последней капли крови. Мы готовы на все.
Протестные акции в Атбаши начались через месяц после того, как 11 декабря сюда приезжал премьер-министр и участвовал в церемонии закладки капсулы под строительство. Во время этих акций власти больше молчали, и только после закрытия проекта премьер выразил сожаление. Но в любом случае так работать нельзя. Если приняли решение, его надо было выполнять. А чтобы не было возмущения, с населением надо было работать. Подробнее о ситуации в еще одном сюжете Андрея Токомбаева. Крупный инвестиционный проект, который по замыслу инициаторов мог бы преобразить Нарынскую область, провалился. Таков итог героического противостояния населения Атбаши властям и инвесторам. Задуманный ими логистический центр мог бы включить в себя ряд предприятий, обеспечив атбашинцам более 1500 рабочих мест. Производство текстильной и другой продукции, десятка наименований для экспорта в страны ЕАЭС и ВТО. Терминалы, выставочные центры, кафе, гостиницы, автозаправки, спортивные комплексы, развлекательные центры, бизнес-центры. Созданию центра предшествовала пиар-компания. Следует отметить, что реализация данного проекта, несомненно, позволит улучшить социально-экономическое благосостояние. И что примечательно и особо следует отметить, 90% рабочих мест будет составлять граждане Кыргызской республики. Джейн Алиев и другие чиновники уверяли, что проект не нанесет ущерб экологии и интересам населения, с чем категорически не были согласны местные гражданские активисты. Их смутили условия реализации проекта, а еще больше тот факт, что реализуется он с участием КНР. Мы больше 1,5 миллиарда долларов мы должны именно Китайской Народной Республике. Это еще 280 миллионов долларов в зависимости от Китайской Народной Республики. Поэтому мы против этой логистической центры именно строили и инвестировали китайцы. В итоге проект общей стоимостью 280 миллионов долларов приказал долго жить. Удовлетворенные этим участники митингов вернулись к реалиям своей жизни. Для многих она протекает за чертой бедности, в условиях безработицы. Это не первый за последние несколько месяцев случай прекращения экономической деятельности вследствие протестов населения. Вот другие эпизоды. После нескольких митингов президент подписал принятый Джогурку Кинешем законопроект против разработки урановых и ториевых месторождений. По требованию гражданских активистов в Бишкеке закрылась выставка «Феминале» в Музее изобразительных искусств, а директор музея Мира Джангарачева уволена, так как участница одного из перформансов демонстрировала свое обнаженное тело. После митингов жителей Баткенской области, возмущенных бездействием власти в решении проблем кыргызско-таджикской границы, подал в отставку вице-премьер Джениш Разаков. Еще ранее череда акций протеста воспрепятствовала разработке месторождений золота в нескольких областях. Все это говорит и о том, что кредит доверия населения к властям оставляет желать лучшего, сказал в интервью Пятому каналу ветеран контрразведки, политолог Султан Айджигитов. Это такой серьезный сигнал для власти о том, что доверие к власти очень низкое, понимаете как? Надо это принять правильно, как сигнал и соответствующим образом, скажем так, строить свою дальнейшую политику. По словам Айджигитова, основным фактором, вызвавшим недовольство населения, стала передача участка для строительства центра иностранцам на 49 лет. Столь долгий срок насторожил жителей, уже привыкших к крупным аферам частных инвесторов. Вся проблема в том, что, вы знаете, вот эта вот наша инвестиционная политика не продвигается. Вот мы же видите, сколько инвесторов приходят, население бунтует, приходит, население бунтует. Это вот результат отсутствия внятной, внятной инвестиционной политики. С экс-губернатором согласен гражданский активист Алмаз Аразбаков, один из участников митингов в Атбаши. По его словам, народ сегодня не верит ни властям, ни инвесторам из КНР. Китайцы тоже себя показали. Они, оказывается, быстро находят язык с нашими коррупционерами в госструктурах. И квоты увеличивают выше положенного, и паспорта покупает, и, в общем... Получается, они, как обещают сейчас, 5%, но никто не верит этим 5%, потому что знают, что там не обязательно будет не 5%, а несколько раз больше. Активист выражает опасения, что в такой ситуации коррумпированность госструктур может стать и причиной потери территорий. Там есть Хоргонтаж место, и это как раз примерно где-то вот это место, где сейчас хотят. И туда уже, оказывается, договорились, уже начали китайцы строить свои эти здания. Это была бы погранзастава или что, я не знаю. Ну, в общем,
Торугар должен был сдвинуться очень сюда, близко к Атбаши. Недостаточная осведомленность, как результат слабого информирования населения правительством о важных инвестиционных проектах, рождает домыслы и слухи, сказал в разговоре с корреспондентом «Пятого» профессор Зайнидин Курманов. Вокруг этого присутствия же много легенд, мифов, домыслов, предположений, что они там хотят закабалить весь мир, там еще что-то. Это деловой проект, который нужен был нам. Создавал рабочие места, у нас же тоже свои интересы. Курманов обращает внимание на тот факт, что и митинги вокруг разработки урановых месторождений, и процессы против освоения рудников Джеруй и Талдыбулак, отставка вице-премьера и даже увольнение директора музея развивались по одинаковому сценарию. Решающую роль играли настроения митинговавших. Но есть мнение, что все эти случаи говорят об одном. Власть позволяет манипулировать собой, и такие манипуляции становятся привычными. Например, Амурбек Текибаев считает, именно это имел в виду президент Сооронбай Джейнбеков, когда, выступая 20 февраля в парламенте, он сказал, что руководство страны не должно допускать шантажа и угроз. И вот почему президент сказал, мы не должны допустить шантаж и угрозы. Когда это он говорит, я понял так, что мы уже допустили. Политик уверен, без конца уступая требованиям выходящих на митинги, можно зайти слишком далеко. Фактически правительство работает в таком авральном режиме, когда как пожарник борется не с причинами, а борется последствиями. Правительство вместо того, чтобы руководить, стал ведомым. Это очень опасно. Это самый крайний степень недоверия населению правительства. Дальше просто пропасть. Текибаев считает, чтобы не съехать в эту пропасть, нужно не уступать требованиям участников уличных митингов по любому поводу, а прежде всего выработать стратегию формирования общественного мнения. В таких случаях правительство должно провести широкомасштабную кампанию, не краткосрочную, а рассчитанную на долгие годы, да, чтобы минимизировать отрицательные последствия недовольства, получить добро от народа, чтобы большинство населения с пониманием отнеслись и поддерживали такие крупные проекты. Руководству страны следовало бы не идти на поводу у популистских настроений, а активнее заниматься пиар-компаниями. Тогда истории и строительства логистического центра в Атбаши, и взаимодействие населения с властью, и решение приграничных проблем были бы другими. В этом согласен с Текибаевым профессор политологии Американского университета в Центральной Азии. Это и факт своеобразного демократического действия в обществе, и проявления демократии в обществе, и факт того, что правительство ведет крайне слабую работу в выполнении своей же функции и в отстаивании важных для себя принципов, вопросов. По мнению политолога, правительство должно доступнее разъяснить населению свою политику, тогда подобных эксцессов не будет. А чтобы демократия стала более созидательной, стабильной, не саморазрушающейся, мне кажется, в первую роль, большую роль играет, опять же, правительство. Правительство в том же случае с Атбаши, в том же вопросе по границам, где Разакову пришлось уволиться, в том же Солтон-Сары чуть раньше было и так далее. Везде правительство не умеет сообщать и действенно объяснять народу, что есть хорошо для страны, для развития страны, а что есть плохо. Есть и иная точка зрения. Профессор Зайнидин Курманов уверен, что руководство поступило правильно, уступив настойчивым требованиям жителей Атбаши не воплощать проект, который мог бы сделать их жизнь лучше. Досадный, но все же необходимый всем урок демократии. Митинги – это инструмент демократии, который гарантирует Конституция, поэтому ничего там антиконституционного не было. Раз так получилось, население не хочет, население должно почувствовать свою ответственность, я считаю. Потому что в стране сложилась за годы независимости система всеобщей безответственности. Все ни за что не отвечают, за все должен отвечать президент.
Практика всеобщей безответственности, поясняет Курманов, создает тупиковую ситуацию, когда власть уступает требованиям митингующих. Те диктуют свою волю руководству страны, но сами ни за что не отвечают. У них, возможно, нет цифр или документов, но они хорошо чувствуют, что где-то что-то не так. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги. О событиях недели, а также несколько более ранних событиях, о заседании Совета Безопасности, о борьбе с коррупцией, о погоне за раскрываемостью преступлений или за пополнением антикоррупционного счета, о всеобщей цифровизации Андрей Токамбаев побеседовал с экс-вице-президентом, бывшим премьер-министром и экс-депутатом парламента Феликсом Холовым. Феликс Шершенбаевич, 26 января 2006 года вы в свое время, будучи премьер-министром страны, сделали заявление о том, что страна погрязла в коррупции, в криминалитете. К вашему голосу тогда не прислушались. Сейчас, в настоящее время, нынешнее руководство страны, оно очень серьезно озаботилось борьбой с коррупцией. Не кажется ли вам, что это то, что сейчас происходит, буря в стакане, или это действительно какие-то вот серьезные изменения, которые сейчас происходят? Ну, мне кажется, вот последнее заседание Совета Безопасности показывает решительность руководства и те позиции, по которым они обозначили план своих действий. Мне кажется, это внушает определенное и доверие, и надежду. Почему? Потому что акценты расставлены, на мой взгляд, правильно. Вопрос стоит теперь в исполнении и в механизме исполнения. Конечно, президент лично не будет расследовать дела, не будет лично ловить преступников, не будет где-то делать анализ по каждому направлению экономики. Да? Это не его функции, это функции исполнителей. Так вот, как они будут исполнять решение Совбеза, от этого зависит так скажем, реализация того, что намечено на Совете Безопасности. Это очень важный момент. Именно механизм реализации и ответственность тех людей, которые будут этим заниматься. Если вот перейти на какие-то вот частности, то в чем вы считаете вот верным механизм этой реализации? Если, например, смотреть, наблюдать увольнение тех или иных представителей. Я думаю, что вопрос не только в увольнениях. Понимаете, здесь президент, мне кажется, очень четко поймал один момент, что борьба с коррупцией, она сегодня имеет и обратную сторону медали. В чем она заключается? Некоторые руководители в погоне вот за этой палочной системой, да, что чем больше мы поймаем, тем их показатели будут лучше, они, станут там ордена, медали начнут за это получать. Это привело к тому, что у нас пошли перегибы в политике этой, да, карательной. И это привело к тому, что в исполнительных органах власти наступил паралич. Люди стали бояться принимать решения. Даже вот некоторые мне рассказывают, проводят совещания, в протокол боятся вписать какие-то свои предложения. Почему? Завтра придет прокурор, да, или АКС, поднимет и скажет: ты же вот так сказал, значит, у тебя что-то там было. Другой поддержал, у вас организованная преступная группа. Вот этот примитивизм, погоня за палочной системой, и привело к тому, что даже президент на это обратил внимание и сказал: вот этот единый есть счет, да, коррупционный, он сказал, там разберитесь, потому что стали туда деньги забрать, любой ценой увеличить, любой ценой показать, что ты борешься. Понимаете? Это один из недостатков, когда мы оцениваем по цифрам. Вот здесь надо всегда внимательным быть. Я приведу небольшой простой пример. Значит, когда я был министром внутренних дел, у нас тоже оценивали, да, вот общее количество преступлений. Значит, надо больше преступлений, чтобы раскрыть всякие там очевидные преступления, сделали, и получалось процент раскрываемости там 90. Погоня за раскрываемостью, она вела к припискам. Конечно, да. Вот. А если мы, сделаем акцент по-другому, я тогда предложил тоже, давайте мы будем оценивать первый, самый главный показатель, это раскрываемость уличной преступности. Вот тогда каждый будет стараться приехать, потому что уличные преступления в основном в условиях неочевидности. Надо их раскрывать. А если мы сюда приплюсуем, мы поймали наркоманов где-то, мы дали общее количество и таким образом увеличиваем раскрываемость. Мы должны смотреть по направлениям, понимаете, по определенным участкам. Вот тогда этот анализ будет правильный. Другая цифра, да?
есть такое понятие «закон больших чисел». Что это означает? Когда мы говорим о частных делах, там в небольшом районе какое-то количество преступлений, но когда мы перекидываем на всю страну, то интересная закономерность. У нас, посмотрите статистику преступлений, за многие десятилетия примерно вот такая, значит, статистическая, такая, так скажем, условно в кавычках, кардиограмма. Да, в кавычках. Она стабильная, да? Она, в принципе, плюс-минус там 1-2 тысячи, вот так. Но, в принципе, идет стабильно по одной линии. За исключением 2 периодов. Это революция 2005 года, резкий скачок преступности, и революция 2010 года, резкий скачок в этой кардиограмме, в кавычках, значит, состояния преступности. Вот. И поэтому здесь, на законе больших чисел, мы видим, что преступность, в принципе, она, так скажем, характерна для любого государства. Это первый посыл, который мы должны учитывать. Но в этой структуре преступности надо смотреть, что преобладает. Есть так называемая теория разбитых стекол, да? Если мы ее применим, это означает, когда мы очень плохо относимся, допустим, там, скажем, ну, когда люди плюются и так далее, вот, или там что-то, какие-то беспорядки, мы будем на это реагировать, это автоматически, как бы опосредованно влияет на состояние уличной преступности. Потому что человек начинает себя держать. Держит себя в небольшом, он и держит, получается, и в большом тоже. Это очень интересная такая наука, называется криминология. Вот если мы это все внимательно посмотрим, то здесь есть такие моменты. Но это я имел в виду в целом, говоря о преступности. Что касается борьбы с коррупцией, то здесь, я думаю, очень правильно президент вот эти моменты отметил. Но мне кажется еще, что мы, как вам сказать правильно, я об этом уже раньше говорил, есть прежде всего должна идти борьба с должностными преступлениями. И если мы говорим, значит, так, о структуре, значит, статей Уголовного кодекса, то есть такая статья, которая называется «Коррупция». Этой статьи коррупции нет ни в одной стране, вот, по крайней мере, мне известных, значит, наших, там, на постсоветском пространстве. Коррупционные статьи – это, значит, получение взятки, посредничество взятки, злоупотребление служебным положением и так далее. Во всех странах есть. Само же широкое понимание коррупции, да. оно очень расплывчато. А коррупция очень расплывчата. Это создание устойчивой группы для каких-то определенных интересов. Что такое устойчивая группа? И это когда нас берут так. Ты работаешь вместе с ним, значит, устойчивая преступная группа. Да, то есть любое знакомство, да, любые связи. И вот это, да, уже так. начинает, понимаете, вот под эту статью все подгоняют. И таким образом идет палочная система. Вот мы побольше выявили коррупции. К чему это приводит? Это приводит к недовольству. Понимаете? Это приводит, так скажем, искажению реальной картины, да, борьбы с коррупцией. И в итоге мы получаем нечто такое, что коррупция на бумаге, на цифрах выявляется, на практике она не прекращается, не получается. Следовательно, отсюда надо делать вывод, что чтобы убирать понятие коррупции, нужно убирать причины ее. Вот по причинам пока мы не бьем. Президент очень правильную политику ведет, цифровизация. Вот. Это инструмент. Это не панацея, но это инструмент для снижения коррупции, когда человек работает непосредственно не с человеком, да, не с чиновником, а работает, так скажем, через какие-то определенные, значит, интернет-каналы и тому подобное. Вот в этом плане это один из механизмов, но таких механизмов должно быть больше. Вот. И вот этот Совет Безопасности, на мой взгляд, он все-таки внушает надежду, что у нас пойдет здесь улучшение. Что действительно демократическое общество, оно не будет исключать, скажем, различные вот именно коррупционные, то есть наоборот, борьбу с коррупционными проявлениями. Ну, я вот все-таки, у меня есть такая, значит, надежда, что здесь пойдет какое-то улучшение, более трезвый взгляд на вещи. Потому что кричать «Ура, ура!» мы боремся, и это, ну, как называется, очковтирательство, да, такое слово есть. Мне кажется, вот сейчас от этого, значит, этот Совет Безопасности призывает отказаться. А вот если вернуться снова в 2006 год, то можно заметить интересную закономерность. В начале 2006 года не прислушались к вашему голосу о росте криминалитета и коррупции в стране.
А уже в конце, вернее ближе к концу 2006 года, осенью 2006 года, президент вел переговоры с представителем криминальных авторитетов, тогдашний президент Курманбек Бакиев, Рыспеком Ахмадбаевым. Взаимосвязаны ли эти два явления между вами, с вашей точки зрения? Сам Рыспек Ахмадбаев говорил, что он помог Бакиеву стать президентом. Да? Вот. До этого он скрывался, а потом, когда Бакиев появился, он стал легализовался, да, его оправдали и так далее, и так далее. Вот. Я должен сказать, что Рыспек Ахмадбаев это тоже интересное явление, да, которое даже социальное, что ли, явление. Потому что на волне этих революций, правильно говорят, и какая-то пена всплывает. Вот эта пена, она была в лице Рыспека Ахмадбаева. Ему пытался противодействовать Хусейн Худайбергенов. Что с ним случилось, мы знаем прекрасно. И то, что Рыспек Ахмадбаев был организатором его убийства, это тоже недавно была телепередача, на которой руководитель следственной службы официально это озвучил, что в связи со смертью его и исполнителей, он называл фамилии, дело было прекращено. Единственное, что МВД не афишировало широко, поскольку потерпевшие не запрашивали, оказывается. Вы сказали о пене криминальной волны. И не можно ли так сказать, что слабость, непоследовательность и коррумпированность государства, оно ведет к усилению криминальных авторитетов? Безусловно. А ваши пожелания нынешнему руководству страны? Я думаю, знаете, как бы вам правильно сказать, пожелание с моей стороны, может звучит слишком претенциозно, да? Вот. Я бы хотел сказать, что я все-таки уверен, что жизнь и сама ситуация, она будет заставлять принимать решения. Вопрос всегда стоит в другом. У нас по нашей Конституции немножко, так скажем, неудачно распределены обязанности. Например, президент назначает руководителя национальной безопасности и ведущего обороны, да? Назначает. А вот отвечает за укрепление обороноспособности, за национальную безопасность правительство. Так написано в Конституции. И поэтому, когда говорят руководство страны, я прежде всего исхожу из того, что на первом месте мы должны видеть правительство, прежде всего, его ответственность, потому что он реализатор. Так вот, реализатору, конечно, должна быть самая четкая, так скажем, установка должна быть от парламента, от народа. Ребята, делайте то, что положено делать, и не перекладывай ни на кого. Берите на себя ответственность. Вот когда возьмут ответственность, я думаю, это будет очень правильно. Большое вам спасибо за разговор. Всего доброго. Да, всего доброго. Одной из жертв искусственной погони правоохранительных органов за сбором налоговых недоимок стала компания «Акнет», президент которой Куван Адимудинов был арестован в мае прошлого года, а на неделе начался суд. Сторонники Адимудинова провели митинг перед Белым домом, а затем и перед зданием Первомайского суда. Компания развивалась без помощи государства, но следователи Финпола, выступающие от имени этого государства, пришли в нее с проверками, нашли недоплаты, заставили это выплатить. А когда 150 миллионов сомов были выплачены, пришли другие проверяющие органы, увидевшие, как можно легко поживиться и прославиться. Инициатором всей этой цепи событий стал один из 3 учредителей. Главного же учредителя посадили, а 3-го просто запугали. В результате компании и ее счетами пришли управлять совершенно новые люди. Это и есть рейдерство. Теперь они раскрыли этот счет и забрали оттуда все деньги. Это разве не рейдерство? Мало того, кто там сейчас в Акнете сидит? А сидит бывший глава Мегакома и бывший глава Госкомитета информационных технологий и связи. Если есть интересы государства, после выплаты недоплаченных налогов оставили бы его работать. Зачем вмешиваться? Они посадили главу компании, а его имущество забрали и поделили. Президент заявил на 2-м заседании Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию 12 февраля, что под видом борьбы с коррупцией некоторые органы продолжают кошмарить бизнес.
Под предлогом борьбы с коррупцией правоохранительные органы иногда переходят черту. Поступает много жалоб, что таким образом создаются препятствия работе бизнесменов. Иногда применяются безосновательные меры. Предприниматели попадают под арест. Вместо того, чтобы легализовать теневой бизнес, фискальные органы начинают проверять работу добросовестных бизнесменов, налагают на них штрафы или даже требуют авансовых платежей. Есть такие жалобы. Негізсіз тексеріп, айыппұлдарды салып, жана аванс төлемдерін талап қыла дегенде даттанулар бар. Вот так в стране продолжается стадия дикого капитализма и накопления первоначального капитала с той кыргызской особенностью, что в самых успешных бизнесменов превратились правоохранительные органы и те, кто с ними находит общий язык. Такое в других странах происходило 100-200 лет назад, но для Кыргызстана не существует мирового опыта. Кыргызские политики ведут себя так, как будто до них не было никакой истории и никаких правителей, на опыте которых можно было бы чему-то научиться. Как сказал в пятницу на круглом столе Зайндин Курманов, поэтому 2 кыргызских президента сейчас в изгнании, а 3-й сидит в СИЗО и искренне не понимает, что он плохого сделал. Однако историю надо не только знать, но и извлекать из нее уроки. Это как потребность, например, детей любить, иметь мать и любить свою семью. Без истории человек становится сиротой. Человечество становится сиротой. Уроки истории нужны нам для того, чтобы не делать ошибок, если просто говорить. Другой участник круглого стола Өмирбек Текебаев поддержал мысль, что сейчас в кыргызском обществе нет ни политиков, ни других деятелей, на которых остальные могли бы равняться. По его словам, элита страны тоже чисто номинальная. Стоит человеку потерять власть или свое имущество, он автоматически выпадает из рядов элиты. Несколько лет назад я приехал в село, и аксакалы меня спросили: «Эй, Өмирбек, что это за времена настали? В Кыргызстане не осталось ни одного хорошего политика, все плохие. Ни одного хорошего человека. Уже одно это говорит, что у нас нет устоявшейся, общепризнанной истории. История ведь это не просто факты и события. Это в первую очередь еще и оценка. Правильно или неправильно, хорошо или плохо». Факты и события. Это в первую очередь еще оценка. Если оценивать, что хорошо, а что плохо, может получиться, что голоса в обществе поделятся поровну, и результат окажется нейтральным, то есть вектора развития не будет. И это тоже надо оценивать, хорошо это или плохо. И опять результат может оказаться нулевым. Это как от журналистов всегда требует баланса мнений, и они, приводя мнение одной стороны, что 2 × 2 = 4, вынужденно ищут и находят мнение, что 2 × 2 = 5. Нейтральный результат оценки развития страны хорош для уже продвинутого общества, когда оно достигло такого уровня, что не надо выбирать вектор развития, надо только приумножать то, что есть, чтобы росли материальные блага, а нужные для этого ориентиры и ценности давно уже были выбраны. Для Кыргызстана же, который все еще мечется из крайности в крайность, нужен вектор, и здесь нулевых оценок недостаточно. Нужна консолидация усилий и направление их по одному вектору. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Аип. Всего вам хорошего, до свидания и с праздником!